Здравствуйте, вы смотрите «Вести», Чеченская Республика, в студии Луиза Хаева и главные темы выпуска. Садака от регионального общественного фонда. Очередная благотворительная акция распространилась на всю республику. Подробнее в нашем сюжете. Все лучшее детям. Аймани Несина, она всегда старается уделять огромное внимание детям, оказывать всестороннюю им помощь. В преддверии Дня защиты детей региональный общественный фонд устроил праздник для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Новые абоненты. 145 заявок было на 23 год запланировать, но еще выполнить есть. Из них 60% выполнено на сегодняшний день. Как продвигается работа по социальной дегазификации, узнавал наш корреспондент. В эти дни проходят религиозные мероприятия, посвященные памяти Зелимхана Кадырова. Он был рядом с первым президентом Чеченской Республики в самые сложные периоды его деятельности по урегулированию непростой ситуации, сложившейся в регионе в тот период. Его помнят как человека глубоко верующего и справедливого. В Ахмат-Юрте почтили память своего односельчанина. Подробнее в сюжете Рамзана Абуева. Начиная религиозное собрание Мюрида и шейха Кунта Хаджи Кишиева, да будет возвышена его святость, сошлись в едином зикре, восхваляя Творца и его посланника. Почтить память Зелимхана Кадырова собрались богословы, чиновники, односельчане во главе с председателем Совета Алимов Республик СКФО Хожахмедом Хаджи Кадыровым. 19 лет назад не стало старшего сына первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова Зелимхана. Он остался в памяти как богобоязненный, самоотверженный, мужественный, добросердечный и справедливый человек. Ему в этом году исполнилось бы 49 лет. Несмотря на то, что Зелимхан рано ушел из жизни, он оставил о себе яркую память. В годы лихолетия он был рядом с Ахматом Хаджи Кадыровым, отстаивая курс возрождения региона, отметил Хожахмед Хаджи Кадыров. إذا جاء أجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ألا توحن خان خات شو يا تحتر ما ياسخان حلها وزور ما ياسخين الله شين إشداد توحن يرشل خان عامل حجي خان يخفع خلاهم نور خان دائم دوش مرجوع هرته إشتنش دل دوش مرجوع خان ساعة وقت الأرض موش حاضر الحمد لله خز ذكروه لي خز ساعة دق قادم دي دق هيبتي دق شوق دق حولي ذكروه لي غنيت مهي وشوش دار حامد حجي زال هنا توتي ديكي مسيري سيقاش ويل قارداق قدر ساعة دالها ساعة مش داها قدم تيقيقا قدم ووش بيتها И спустя годы все, кто знал его, положительно отзываются о его личных качествах и твердой вере в светлое будущее народа. زيلا ما مشغول شراحة ديك ديت أنتوا كوك كمان ديك وشاور ديلا ديل كليلا سيارة شاوي قولي يشوف ديل كنا الويلي سرسلو بجسيلو اشتغل زيلا دا ديل الوضع يلسم حاشا ويلي لخشوا ساعة وبدو دا دنيا إخدي После призыва муэдзина на предзакатную молитву верующие совершили намаз. После собравшиеся приступили к трапезе. Завершился маджлис чтением дуа, прося Творца высшей степени рая Зелимхану Кадырову. Рамзан Абуев, Ризван Насипов, Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика.
В доме главы региона Рамзана Кадырова прошли религиозные обряды. Известные религиозные деятели субъекта, последователи великого устаза Кунта Хаджи Кишиева, да будет возвышена его святость, и внуки первого президента Чеченской Республики прочитали мовлид и совершили зикр, восхваляя Всевышнего и пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. В завершении верующие прочитали дуа, прося Творца мира и благополучия для мусульман и скорейшей победы и возвращения домой для бойцов, сражающихся против бандеровцев на территории Украины. Во всех районах Чеченской Республики прошла очередная акция от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Продуктовые наборы включали в себя продукты первой необходимости, подробнее в следующем материале. Как и обычно, пакеты с продуктовыми наборами приносят прямо к дверям жителей республики. Очередная акция от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова охватывает все районы. «30 тысяч буханок хлеба, 10 тысяч кур и столько же бутылок лимонада распределяют между жителями. Фонд регулярно оказывает продовольственную и финансовую помощь малоимущим семьям. Жители Грозненского муниципалитета благодарят за постоянное внимание руководителя регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова Аймани Несиевну. أحمد حجي نادي جدًا رمزان هاكي أيماني نادي وأوكرانيا هوش بيش نادي دالة وبالإنسان يريد. Еда, деньги и одежда доходят не только до тех, кто проживает на территории субъекта. Деятельность фонда уже давно вышла на международный уровень. К примеру, фуры со всем необходимым разгружают и в зонах, освобожденных от украинского режима на регулярной основе. Луиза Ахяева, Ахмед Хизреев, Вести, Чеченская Республика. Определили 3 финалистов открытого международного конкурса на разработку мастер-плана Грозного. Ими стали 3 московских консорциума. Участники представили ряд интересных проектов. Были выбраны идеи, основанные на успешных градостроительных практиках и трендах устойчивого развития. В них учитывались долгосрочные планы развития приоритетных для столицы Чеченской Республики отраслей экономики. В состав жюри под председательством главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова вошли 20 экспертов в области городского планирования, территориального развития и цифровизации из Азербайджана, Великобритании, Катара, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и России. В жюри рассмотрено 16 заявок, они получили профессиональную оценку у членов экспертного совета. Выбрали лучших финалистов, которые будут разрабатывать мастер-план до конца года. В конце года будет презентация. Кроме того, будет дорожная карта на 20-30 лет, где будут привлечены инвестиции частные, так и бюджетные. В проекте участвовали более 100 компаний из 23 стран мира. Хочу отметить, что инициатором и председателем жюри является глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров при поддержке Дома РФ. Аттракционы, парк, вкусный обед и подарки в придачу. В преддверии Дня защиты детей региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, устроил праздник для ребят с ограниченными возможностями здоровья и детей-участников специальной военной операции и из многодетных семей. Своими эмоциями малыши поделились с нашим корреспондентом.
По прекрасному настроению и искренним улыбкам детей видно, что этот день стал самым ярким и запоминающимся для них. Региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова в очередной раз организовал развлекательное мероприятие для ребят с ограниченными возможностями здоровья, детям участников СВО и из многодетных семей. Оно приурочено ко Дню защиты детей и проводится в рамках проекта «Дари добро», который реализуется с этого года в нашем регионе. Сегодня, в этот солнечный яркий день, мы проводим акцию для наших маленьких детишек. Более 100 ребят приглашены в Грозинский дельфинарий. Данная акция проводится по поручению президента фонда Аймани Нисин и приурочена ко Дню защиты детей. Аймани Нисин, она всегда старается уделять огромное внимание детям, оказывать всестороннюю им помощь, дарит подарки, дарит море улыбок, эмоций. И сегодня эти радостные дети в один голос благодарят Аймани Нисин за такой прекрасный день. На развлекательной площадке каждый ребенок нашел то, что ему по душе. Качели, карусели, машинки. Они могли кататься на всех аттракционах бесплатно и без ограничений. Также с большим интересом малыши посетили парк Диноюрт, в котором находятся скульптуры динозавров и разные животные. Родители поблагодарили руководство региона за постоянное внимание и заботу к детям. Değeriz koyul emanina Ramzanna hoberi tidoyerna tergoyerna qey çok samudeli çok khasxiti masu ağır kanlu uç ağır xiyakvala vişta yuçuna molçuna das hajvargo halочтул хазна çok хазду. После активного и веселого времяпровождения ребят ждал вкусный обед. Далее им раздали подарки, сладкий набор и самые разные игрушки для мальчиков и девочек. Из уст ребят прозвучали самые искренние слова благодарности. Отметим, что подобные мероприятия благотворительной организации проводятся на регулярной основе. Президент регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Аймани Нисиевна всегда относится к детям с большим трепетом и оказывает им всестороннее внимание. Лейла Муртазова, Сайдамин Мусаев, Магомед Параханов, Вести, Чеченская Республика. В рамках конференции «Северный Кавказ» в Грозном открылся филиал офиса Межрегиональной ассоциации женского бизнеса. Организация объединяет более 7 тысяч женщин-предпринимателей из различных регионов страны. Она помогает строить эффективный бизнес, объединяться для реализации современных партнерских проектов и развить предпринимательство. В мероприятии приняли участие директора и члены ассоциации из разных городов России, представители исполнительной и законодательной власти Чеченской Республики, а также общественные деятели. В ходе мероприятия состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между руководителями сообществ. Чеченская Республика – это 51-й филиал нашей ассоциации. Это очень стратегически важный для нас был офис, потому что мы знаем, что в Чеченской Республике очень активные женщины. Многие ошибаются, думая, что в Чеченской Республике женщины занимаются только домом и семьей. А мы знали, что в Чеченской Республике очень много женщин-предпринимателей, и, конечно, нам хотелось и с ними сотрудничать, и с ними делать какие-то совместные проекты. Работа по социальной дегазификации продолжается. На этот раз наша съемочная команда следила за ее ходом в Шелковском районе. Подробнее в сюжете Лейлы Муртазовой. Жители села Сыры-Су были в затруднительном положении из-за слабого поступления газа, пока Улган Магиленбетова не обратилась за помощью. Женщина записала видеообращение, в котором рассказывает об отсутствии жизненно важного ресурса, который показали в прямом эфире главы Чеченской Республики. Я обратилась в прямой эфир, так как у нас была проблема с газификацией. И вот пошла я тогда в газификацию Шелковского района, и мне там помогли. Я обратилась, и моя просьба была исполнена. Вот, хочу сказать всем спасибо, кто участвовал. После призыва о помощи ответ не заставил себя долго ждать. Сотрудники газовой службы приступили к работе незамедлительно и завершили ее в кратчайшие сроки. По улице Шерипова и Пушкина газ яцер, газ саны проблемер. После прямого эфира совместно с газовой службой с вопросом внимания на
руководитель непосредственно Алхавелла, в данный момент по этим двум улицам более 2 километров газопровод запустите на ООО и проложите на ООО. Все работы по подводке труб к земельному участку и к домовладениям велись бесплатно. Теперь жители села используют голубой огонь полноценно. По Шелковскому району жители Шпадатина 145 заявок на 23 год запланировать, но еще выполнить есть. Из них 60% выполнено на сегодняшний день. Напомним, что в Чеченской Республике активно ведутся работы по дегазификации, замены труб и оборудования. Руководство региона уделяет этому процессу пристальное внимание, чтобы граждане субъекта проживали в лучших условиях. Лейла Муртазова, Ислам Ибрагимов, Сайдамин Даутмирзаев, Вести, Чеченская Республика. Советский и российский кинорежиссер Николай Бурляев возложил цветы к обелиску Ахмата Хаджи Кадырова на мемориальном комплексе «Славы», тем самым отдавая дань уважения первому президенту региона, герою России. Также сотрудники мемориала провели для гостей экскурсию по музею. Им показали аналог рабочего кабинета политика, личные вещи, фотографии и рассказали о жизни и деятельности национального лидера. Период, какой был период, мы знаем, это полная разруха, это похищение людей, это обстрелы, это террористические акты и так далее. Вот в этой ситуации Ахмат Хаджи Кадыров уделял первостепенное внимание вопросам развития культуры, образования, науки, спорта и так далее. Закрытие 32-го международного кинофестиваля прошло торжественно. Свыше 40 деятелей киноискусства были удостоены высшими наградами. Отметили и работы сотрудников ГТРК «Войнах». Мероприятие посетил наш корреспондент Адам Магомедов. С традиционной красной дорожки, по которой прошли известные культурные деятели страны, под классическую музыку началось закрытие 32-го кинофорума «Золотой Витязь». Вильгельм Домке Шульц и его супруга Анна Кристина Шульц. У них трудная жизнь, но они ничего не боятся. Председатель общества русско-сербской дружбы Ивана Жиган. Директор БГТРК «Война» города Грозный Рузанна Веселаева. Очень много сделала для успеха прихода Золотого Витязя на чеченскую землю. Спасибо вам большое. В зале приветственное слово сказал президент форума Николай Бурляев. Он отдельно отметил высокую поддержку со стороны телерадиокомпании ГТРК «Войнах» в освещении такого масштабного мероприятия. Я благодарю наших информационных партнеров. Вот все, что мы здесь делали, показывали в новостях по ВГТРК в Москве, по России-1, это наши партнеры, по каналу «Культура». ГТРК в «Войнах» потрясающе работали. Президент форума выразил благодарность главе региона за возможность проведения кинофорума в республике и вручил ему приз «Золотой Витязь» за вклад в видение православия и ислама, а министру культуры Айшат Кадыровой за большую поддержку в организации мероприятий. Награды приняла заместитель министра культуры Марит Байсарова. Также почетными дипломами были награждены многочисленные сотрудники ведомства. Добрый день, Масерет Этиктойлшу. Я хочу от лица министра культуры Чеченской Республики Айшат Рамзановны Кадыровой и от себя лично выразить огромную благодарность за организацию и проведение такого яркого события в нашей Чеченской Республике, в прекрасном городе Грозном. Всем уважаемым гостям и участникам кинофестиваля «Золотой Витязь». И вручить специальный приз от министра культуры Чеченской Республики директору Николаю Петровичу Бурляеву кинофестиваля. В ответ Николаю Бурляеву был вручен специальный приз от министра культуры за фильм «Боже, чувствую приближение твое». Во время церемонии награждения свыше 40 значимых деятелей культуры, внесшие большой вклад в киноискусство, были отмечены высшими наградами кинофорума. Целых 3 специальных диплома вручили сотрудникам ГТРК «Войнах». Директор телерадиокомпании Рузанна Веселаева выразила благодарность организаторам кинофорума. Хочу выразить слова огромной благодарности Министерству культуры Чеченской Республики в лице Айшат Рамзановны Кадыровой за прекрасную организацию этого важного мероприятия, которое мы
освещали с удовольствием. Членам жюри хочется сказать большое спасибо за такое ваше бесценное внимание. Хочется верить, что вы еще не раз посетите наш прекрасный край, а мы вас с радостью встретим. Мы раскрыли все грани данной профессии, то есть актера. И то, что наш фильм оценили именно в «Золотом витязе», это для нас очень высоко, мы благодарны. Приз «Золотой витязь» фильму «Созерцающий ветер» режиссера Салмана Шахбулатова вручили директору ЧГТРК «Грозный» Чингизу Ахмадову. Символично, что премию «Золотой витязь» получает фильм про чеченского витязя XIII века, который тогда с немногочисленной горсткой воинов дал отпор иностранным захватчикам. Участники мероприятия смогли насладиться и концертной программой. Для них выступали творческие коллективы и народные артисты. Международный кинофорум «Золотой витязь» проводится с 1992 года, объединяя кинематографистов из разных стран мира и пропагандируя нравственные идеалы и высокую культуру. За 32 года в мероприятиях форума приняло участие более 10 тысяч деятелей культуры из 60 стран мира. И очередная церемония, прошедшая в Грозном, завершилась максимально ярко и масштабно. Адам Магомедов, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская Республика. Работники СМИ Чеченской Республики завершили курс повышения квалификации в Доме печати. Состоялось торжественное вручение удостоверений. Журналисты успешно прошли обучение на базе Центра переподготовки работников. Удостоверение им вручил главный редактор газеты «Даймох» Бувейсар Шамсудинов. Отметили и сотрудников ГТРК в войнах. Маргарита Янгер. Побери цаяк чеев дали. Дало. Угуртик ай угуртик пелой война. Тупилагова аминат. И, Программы. Сразу после нашей программы смотрите очередной выпуск авторской передачи Ломали Зурушева «Актуальная тема». По данным следствия, 19 мая в городе Волгоград Никита Журавель совершил сожжение священного Корана. Что это было, глупость или целенаправленная провокация? Кто стоит за поджигателем? Нужно ли ужесточить наказание за оскорбление чувств верующих? На эти вопросы попробуют ответить участники дискуссии, заместитель муфтия Арслан Али Шахбулатов и уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Салтаев. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы сможете узнать в наших социальных сетях и на платформе «Смотрим».